Изменилось все, начиная с шапки вестей, заканчивая сердцем телевидения, аппаратное. Кстати, их здесь сразу две, ровно столько же и студий. Маленькая для информационных и большая для тематических программ. Если раньше многие творческие идеи оставались за кадром из-за ограниченных технических возможностей, то теперь все кардинально меняется. Оборудование нам поменяли полностью, свет поменяли, камеры поменяли буквально год назад. Можно сказать, условия сейчас есть, надо только работать. На каждом столе творческий беспорядок, в глазах живой интерес. Оперативность практически самое главное качество журналиста, тем более, когда речь заходит о новостных репортерах. Поскольку здесь главное быстрее выдать информацию, ведь зритель не ждет. Около 20 корреспондентов ежедневно освещают интересные события, которые происходят в республике. Поэтому сейчас в информационном отделе почти пусто. Не просто, но все равно. Работа интересная. А 26 лет назад все было совсем иначе. Это прекрасно помнят ветераны ТВ. В одном вагончике все сидели. Было очень сложно. И в то же время работали с утра до 11, до 12 ночи. И никому не приходило в голову отвернуться и уйти. Я помню, когда первый раз я сюда пришла, это был подвал в здании суда. Там одновременно и просмотры проходили, и записи проходили, и монтажи. Вот все в этом кабинете как бы сосредоточилось там. Первый мой выезд – это криминальный канал. Я сюда пришла, никто не хотел брать эту программу. И наш бывший руководитель Хурейш Олегович Агасиев, ныне ваш руководитель, по большому блату мне вручил эту программу. Справишься, справишься, не справишься, иди домой. И вот меня отправили в следственный изолятор, я пошла. Первая тема была хищение миграционной службы. Справилась. Поэтому я здесь сейчас в должности генпродюсера ГТРК Ингушетии. Всю жизнь вела правоохранительную тему. Считаю, что это одна из самых интересных тем в том плане, что всегда будет поток информации. Не надо в поисках, чтобы там делать. Всегда будет это интересно. К сожалению, нам интересно, кто кого убил, кто у кого украл. 4,5 часа политики, здоровья, культуры и социальных тем. Каждый день. Вот ГТРК Ингушетия на сегодня. Охватить здесь стараются практически все. Главное, чтобы зрителю было интересно. 4 выпуска информационной программы «Вести» на 2 языках – ингушском и русском. Более 30 авторских программ. ГТРК Ингушетия вышла на принципиально новый уровень. Телеканал от аналога уже успел перейти на цифру и теперь вещает исключительно в формате HD. Самое современное оборудование, как звуковое, так и монтажное оснащение, количество которых также увеличилось. Также региональный телеканал может вещать не только на «Россия-1», но и на «Россия-24». Пока не было официального запуска, есть договоренность, есть разрешение о том, что мы можем вещать на канале «Россия-24». Мы в любое время готовы запустить этот процесс. В общем, там, в принципе, нажать на одну кнопочку. Единственное, все упирается очень, может быть, это незначительно, но для нас это очень значительная деталь. Бока мы можем выдавать только новости на Россия-24. Все остальное, к сожалению, это должны быть размещены там программы, которые приносят доход. Пока с главой республики мы на эту тему говорили, глава республики нас поддержал. В принципиально новом формате вещает и радио Ингушетия, где также запущено новое оборудование. И поэтому телевидение буквально перерождается. Словом, ГТРК Ингушетия почти ровесница республики. Разница всего в полгода. Каждый день они старались осветить весь путь ее становления и развития. А первые работники канала навсегда вошли в историю. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.